До наступления Дня Победы советских войск над армией Гитлера остается все меньше времени. В честь праздника 9 мая в Магасе состоится Парад Победы. Сегодня прошла первая репетиция с участием военной техники, военнослужащих Росгвардии и Троицкого гарнизона, воспитанников кадетского корпуса и юнармейцев. Репортаж Мадины Пугоевой. Красные береты, парадная форма, идеальная осанка и выправка. Участники марша сначала отрабатывают строевую подготовку по отдельным шеренгам, а после и так называемой коробки. Командиры воинских частей и рот повторяют: ногу поднимать не ниже 20 сантиметров от земли, строго держать линию и равнение. Важны даже повороты головы, отмашка рук и приветствие. По команде парад, подбородки поднимаются, строевая стойка сохраняется. Парад, равняйсь. Абсолютная тишина в строю и предельная четкость шага. Во время парадного марша важно правильно тянуть мысок, держать равновесие и соблюдать нужный темп. Все это участники марша повторяют снова и снова до тех пор, пока каждый парадный расчет не может гордиться безупречной подготовкой к предстоящему торжеству. Не сбиться с заданного ритма помогает барабанная дробь. Правда, выполнять все действия синхронно и без единой ошибки у военнослужащих пока не получается. Именно поэтому первую репетицию решили посвятить одиночной подготовке парадных расчетов. Военнослужащие моего подразделения готовы принять участие в параде. Конечно, есть определенная специфика, связанная с тем, что мы больше работаем в лесном массиве, на заставах, поэтому подготовка именно в плане строевой части, конечно, не должного образа не уделяем, но при подготовке к таким мероприятиям, конечно, военнослужащие готовы выложиться и положить, и показать все свои силы, на что они способны. Чеканить шаг и не смотреть себе под ноги, только вперед и с высоко поднятой головой. Умение красиво маршировать мало, в парадный расчет попадают только самые лучшие военнослужащие. В их числе Денис Сидоренко, который во второй раз пройдет маршем по главной улице города в окружении десятка ветеранов и офицеров. Волнение пропадает с того момента, как начинаешь уже двигаться с командой шага марша. Сейчас то же самое чувствую, что и в прошлом году. Гордость за своего отца, за своего деда, потому что они также принимали бы участие в войне. Я очень горд за них. И для меня это честь участвовать в параде. Колонну возглавит знаменная группа, в состав которой вошли лучшие воспитанники Горского кадетского корпуса. Следом отточенными до автоматизма движениями промаршируют военнослужащие Троицкого гарнизона, сотрудники Министерства внутренних дел, Росгвардии и Федеральной службы судебных приставов. По плану у нас 4 репетиции. Сегодня первая. На следующей репетиции мы посмотрим, если будет необходимость, дополнительно еще позанимаемся. Военное зрелище обещает быть эффектным. Следом за парадными расчетами на центральную площадь Магаса выйдет боевая техника Вооруженных сил России. 7 мая перед башней Согласия пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24.